Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляем вашему вниманию педагогический опыт воспитателей Кручинкиной Альбины Фахразеевны и Русовой Анны Георгиевны по направлению современные образовательные технологии в дошкольном образовании. Лэпбук по страницам коми-сказок. В ходе реализации долгосрочного проекта «Сундук сказок» и для достижения поставленной цели мы создали лэпбук по страницам коми-сказок, цель которого – это расширение, систематизация и обобщение знаний детей о коми-народных сказках и создание интереса к коми-народному фольклору. Данный лэпбук представлен вашему вниманию как демонстрационный материал. В нем собраны задания к наиболее популярным коми-сказкам, разработаны методические рекомендации. Есть диск с заданиями, играми, викторинами. Содержание лэпбука предусматривает постепенное пополнение кармашков заданиями по уже прочитанным и изученным сказкам. Работать с заданиями лэпбука можно как индивидуально, так и с группой воспитанников. Итак, немного обыграем пособие. Вот волшебная коробка. Отгадайте, что в ней? Если в гости я пришла, рада очень детвора. Все кричат тогда «Ура!», потому что я, конечно же, игра. И открыв игру, мы видим кого? Да, совушку, совушку большую головушку. Вот она летала и села, да хвостиком повертела, да по сторонам поглядела и опять полетела, да перышки обронила. А перышки непростые, на каждом загадка из сказки написана. Раз мы перышки нашли, должны мы загадки отгадать и перышки за правильные ответы получать. Сколько перышек? Вот еще хорошо. Это нет, это нельзя. Это же перья совы. Конечно, это перья совы. Мягкие они, да? Ага. У кого еще такие мягкие перышки? У меня дома. У кого? Ну, у кого такие? Смотрите, сколько много перышек. У меня голубик. А Ну, они что, голуби. настоящие? Конечно, настоящие. Вот это не настоящие, да? Да, а они вот это, сделали. а вот это настоящие. А это пенечек совы, где она будет сидеть, да? За какие же задания дети могут получить волшебные перышки? Это узнай героя коми-сказки по описанию, отгадай сказку по предметам, отгадай название коми-сказки по пиктограмме, оживи картинку к сказке, раскрась, сложив разрезные картинки, ответив на блиц-опрос по коми-сказкам, разложив по порядку и рассказав сказку по серии картинок, за отгаданный кроссворд, за знание значения старинных слов из словаренка, за участие в театрализованной деятельности, за ответы в ходе мультимедийных викторин, за участие в сказочной физминутке и в малоподвижных играх. Педагог же на основе картинного материала лэпбука может провести как минимум 5 игровых заданий. Например, если мы берем простое игровое задание «Оживи картинку», то есть раскраску, сначала мы рассматриваем репродукции к коми-сказкам, говорим о художественной графике, описываем героев, их поступки, эмоции, детали иллюстраций, пересказываем сюжет, обговариваем колорит коми-народных красок, быта, для того, чтобы полноценно оживить иллюстрацию. И только потом переходим к творческой деятельности. Но сколько еще речевых игр можно провести с воспитанниками старшего дошкольного возраста без опоры на картинный материал? Убираем иллюстрацию. Вспомни сказку с иллюстрацией, назови. Какой, какая, какие. Назови только действия героев. Опиши волшебный предмет с иллюстрацией. Закончи предложение и так далее. Таким образом, задания лэпбука дали нам возможность в игровой интересной форме обобщить и систематизировать знания детей о коми-сказках, их героях, об окружающем мире коми-людей и быте, о различных видах живописи. Продолжить работу по развитию грамматически правильной связной речи воспитанников. Развивать психические процессы, познавательную активность детей, театральные способности.
Воспитывать в детях проявление дружелюбного отношения друг к другу, эмпатии к героям сказок, уважительного отношения к наследию своего народа и интереса к книге, как к источнику знаний. Итог работы с лэпбуком по страницам коми-сказок – это знание детьми коми народного фольклора и вклад в победу на конкурсе «Юные знатоки родного края», а также демонстрация педагогического опыта по внедрению этнокультурного компонента в ДОУ на семинаре-практикуме для педагогов города. Итогом же реализации долгосрочного проекта «Сундук сказок» являются театрализованные постановки воспитанниками ДОУ русских народных сказок на коми-языке. Спасибо за внимание. Тот человек, который читает и знает народные сказки, не только становится ближе к своим корням, но и с большим пониманием и уважением относится к культурным особенностям других народов. В ходе реализации долгосрочного проекта «Мой Ткут» «Сундук сказок» мы привлекаем внимание дошкольников к чтению и изучению коми-сказок разнообразными приемами и формами работы. Представляем вашему вниманию вязаный кукольный театр коми народной сказки «Кэчен», которую любезно перевела для нас на русский язык наш специалист по коми-языку Елена Ивановна. Это пальчиковый театр, и он как нельзя лучше подходит для привлечения внимания дошколят к культуре и фольклору коми-народа. Ведь это любимая игрушка для всех детей, потому что пальчиковый театр – это возможность показать сказку на ладошках, в которой ребенок может сыграть роль любимого персонажа, одев его всего лишь на пальчик. Театр – это еще и прекрасный речевой и сенсорно-двигательный тренажер. Куклы развивают подвижность пальцев обеих рук. Также помогают освоить речь персонажей, в нашем случае в старшем дошкольном возрасте уже и на коми-языке. Дети с огромным удовольствием слушают и участвуют в театрализованных коми-представлениях. С интересом разглядывают героев и пытаются их озвучивать характерными интонациями и иностранными словами. Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как мы можем сделать наших детей умнее? Его ответ был простым и мудрым. Если вы хотите, чтобы ваши дети были умны, читайте им сказки. Он понимал ценность чтения и воображения. Надеемся, что и мы сможем передать нашим детям мир, где они будут понимать и воображать. Отличительной особенностью народного творчества коми является орнамент, которым украшают одежду, различные бытовые предметы. Поэтому немаловажную роль в приобщении дошкольников к народному искусству коми играет знакомство их с назначением орнамента, с его элементами, с основными законами его построения, усвоение принципов украшения предметов. Каждый элемент орнамента рассказывает о природе тундры, животных, о жизни и традиции народов коми. С целью эстетического воспитания детей дошкольного возраста, формирования высокой нравственности, повышения интереса к самобытной культуре коми народа, в нашем учреждении было изготовлено дидактическое пособие «Уна Рема Кепищес», так как с его помощью можно легко, непринужденно в игровой форме разучить названия элементов национального орнамента на русском и коми-языках, использовать его при проведении музыкальных и подвижных игр, закреплять название цветового спектра и умение различать правую и левую руку, обучать детей составлению рассказов с помощью знаков орнаментов, мнемотехника. Раскроем несколько игровых упражнений с рукавичками. Угадайте и назовите элемент коми-орнамента. Ребенку дается рукавичка. Какого же она цвета? Угадай и назови элемент коми-орнамента на рукавичке. А как слово «солнце» будет звучать на коми-языке? Уважаемые коллеги,
Обратите внимание, что рукавички изготовлены на одну руку, правую. Данным приемом мы закрепляем понятие правая рука и левая рука. Надень рукавичку на правую руку. Где оказался орнамент? На тыльной стороне руки. Это правая рука. Надень на другую руку. Сожми кулачок. Орнамент спрятался. Это левая рука. В дальнейшем можно сыграть в игру, чего не стало. Музыкальная игра «Найди пару». Под музыку воспитанники выполняют танцевальные движения. Музыка выключается. Дети находят себе пару по орнаменту или по цвету. Усложним игру. Какие орнаменты подружились? То есть воспитанникам подружившихся пар необходимо на русском или коми-языке назвать свой орнамент. При помощи рукавичек можно составить небольшой живой рассказ. Орнамент на рукавице в данном упражнении выступает как элемент мнемотехники. В начале обучения педагог предлагает детям оживить рассказ при помощи рукавичек. В дальнейшей работе можно предложить детям только ориентиры-орнаменты и попросить рассказать сказку, рассказ самим. Например, педагог предлагает воспитанникам иллюстрацию. На небе светило яркое солнце, в тундре стоял чум, в котором жил оленевод. Рядом паслись олени с ветвистыми рогами. Ребята, на руках у которых рукавицы с данными орнаментами, по ходу рассказа должны выстроиться в живую цепочку. Второй вариант. Даются ориентиры орнаментов. Чум, рыба, чайка. Придумать рассказ необходимо самостоятельно. Например, слева от чума раскинулось озеро, в котором было много рыбы. Над озером пролетала чайка. Играя, мы развиваемся. И задача педагогов детских садов не просто познакомить своих воспитанников с уникальными изделиями народных умельцев, но и научить понимать, считывать информацию с предметов народного промысла для понимания исторических корней коми-народа, которые они закодировали и отразили в орнаменте. Коми-край снегами запорошен, коми-край омыт грибным дождем. При любой погоде он хороший, мы гордимся тем, что в нем живем.